С праздником, с крещением Господним, со святым Богоявлением. Праздник – это божественный праздник, это тайна всегда, тайна. Можно говорить о ней долго, и вот если службу даже полностью посмотреть, все стихиры, все каноны, то мы увидим, что мы пытаемся за эту тайну ухватиться, мы пытаемся ее выразить, но мы ее, конечно, до конца никогда понять не можем, потому что речь идет о вещах божественных, речь идет об откровении, и речь идет о любви. Так или иначе, это одна из точек любви Бога и людей, которая открывается на Иордане. Поэтому давайте несколько слов скажем о празднике хотя бы. Ну, вот я поделюсь, как я понимаю, а потом мы перейдем к нашей теме. Но праздник связан с тем, что Господь говорит в пророчестве, да, придет отпустить пленных на свободу. Придет отпустить пленных на свободу. Вот о какой свободе идет речь, от чего нас освобождает Христос, и что такое настоящая свобода. Вот об этом сегодня у нас будет разговор. Итак, Иордан. Сказано так в Евангелии. И был глас Божий пророку Иоанну в пустыне. То есть пророк Иоанн идет в пустыню. Он носит одежду суровую, он носит пояс, он питается этими гусеницами, он питается диким медом. И ему глас Божий. То есть это не какая-то мысль, это не какой-то вывод, который приходит, с ним говорит Бог. Что надо возвестить людям: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Глас вопиющий в пустыне. Ну, в духовном смысле в пустыне, то есть он вопиет, но люди, да, идут, но каются и вроде погружаются в Иордан, а кто-то готов принять, но большая часть, конечно, не готова. Потому что покаяться, это значит, в данном случае, в данном контексте, это значит стремиться исправиться. Ну, вот такой вот образ. Вот самолет, если вот тут хочет сесть на какую-то пересеченную местность, что там надо? Всякий холм досмириться, то есть надо срыть все горы, всякая гора, да, всякие дебри там, да, исполнится и так далее, исполнится, то есть наполнится, то есть все овраги надо засыпать, все леса надо вырубить, тогда получается ровная площадка, на нее уже можно садиться. Вот так же Господь, вот Он приближается к человеческому сердцу, духовный мир рядом с нами, вот Он близ, Господь близ. Мы не видим Его, не видим глазами, не видим духовным очами, но Он близ. И только когда сердце человеческое поворачивается к Нему, поворачивается к правде, поворачивается к искренности, поворачивается к созданию своей немощи, тогда Бог соединяется с человеческим сердцем. И люди идут на Иордан, к Иоанну. С чем они идут? Идут, называют свои грехи. То есть они приходят, они говорят, они признаются в своих согрешениях. Он их окунает в воду, крестит. Крестить — это значит, там, можно сказать, там есть такое выражение, крещение чашек там, и тарелок и так далее. То есть крещение — это омытие. Люди загрязнились, их надо омыть. Вода — такой внешний знак этого омытия. И они, вот, погружаясь в воду, но если вода смывает, и человек водой омывается, это не было еще, конечно, наше христианское крещение, это был прообраз. Во многих, кстати, народах, традициях мира что-то подобное есть. Но ведь вода, она не может в никуда эту грязь забрать, она ведь ее забирает в себя. И мы знаем с вами, что есть вода мертвая. Да? Вот над водой поругайся, она эти слова как бы понимает, да? Она вот становится водой убивающей. Вот. И вода становится мертвой. 6 месяцев, за 6 месяцев до Рождества Христова Иоанн Предтеча начинает это проповедовать. 6 месяцев, значит, люди туда приходят, каются, погружаются в эту воду. И вот идет Христос. Идет Господь Иисус Христос. Иоанн Предтеча говорит своим ученикам: вот Агнец Божий, берущий грехи мира. Вот Агнец Божий, берущий грехи мира. Это он говорит уже после крещения, но смысл в том, что Христос идет безгрешен. Он не имеет нужды в омытии, не имеет нужды в крещении, потому что на нем греха нет, никакого греха. Даже общечеловеческого, нашего первородного греха на нем нет. И когда он приходит и встает вместе со всеми для того, чтобы погрузиться в эти воды, Иоанн ему говорит: я требую тобою креститься. То есть мне нужно от тебя получить вот это вот омовение. И Господь ему что говорит? Оставь, нам надо так исполнить всякую правду. Вот что за правду надо исполнить? Какую правду надо исполнить? Есть правда человеческая, ну, как правило, то, что мы называем справедливостью. Да? Ну, согрешил, будешь наказан. Много согрешил, много будешь наказан. А правда божественная состоит в том, что тяготы друг друга носите. То есть Бога, ведь мы его называем Отцом, а Отец — это тот, кто несет ответственность. Да? То есть
Бог берет на себя ответственность за наши грехи. Но с одним условием, с каким мы потом скажем. Он берет на себя ответственность. И как бы вот это проиллюстрировать, как это объяснить? Ну, допустим, ребенку говорят, не носи мячик в школа это не место играть там мячиком в коридорах. Он не послушался, взял, понес, поиграл и разбил окно. Родители вызывают в школу и говорят, ваш ребенок разбил окно, вам надо заплатить 5000 рублей. Ну, виноват ребенок, но у него нет сил, у него нет возможности, у него нет таких денег. Ну что толку с него трясти? И поэтому родители говорят, ну ответственность несем мы, то есть мы, значит, из своего кармана должны заплатить, да, за последствия этого греха, вот. А ты тогда будешь наказан. Раз ты вот натворил, значит, вот мы забираем у тебя, там, допустим, телефон, или там планшет, да, в наказание за этот грех. Вот. И то есть это вот вроде бы так справедливо. Теперь это уже другая семейная родительская справедливость. Но если родители вот увидят, что он кается действительно вот искренне, да, вот он, знаете, он с ужасом приходит из школы, он плачет, он там всеми силами старается это возместить, да, он там говорит, ну я там вот сам откажусь, допустим, от этих там, вот то, что я заказывал там, Деду Морозу, например, в этом году я там обойдусь без подарков и так далее. То есть если родители видят, что он действительно искренне кается, что он об этой ошибке сожалеет, и он ее никогда не повторит, искренне никогда не повторит, они ведь могут его от этой ответственности полностью освободить. То есть это их умиляет, правда? Им-то ведь что надо? Им надо не возместить эти 5000, им надо просто, чтобы ребенок это понял, да, чтобы он стал послушным, чтобы он исправился. Может быть, видя этот грех, видя, каким последствиям это привело, что все расстроены, что весь там субботний, воскресный вечер пропал на эти вот выяснения этих отношений, вот ребенок действительно проникнется. Да, он еще и от других грехов избавится. И тогда родители ему, конечно, говорят, ну что ж, ну не будем уже так, мы видим, что ты осознал, все, достаточно, заплатим, ну что ж теперь делать, да, ну вот останемся сегодня, торт не купим для всей семьи, да, все вот давайте разделим теперь на всех эту ответственность. Вот что-то подобное, но я попытался таким житейским примером выразить, но вот Господь Бог, Он берет на себя последствия наших грехов, с условием, что мы в них действительно каемся. Если вот мы почувствуем Его любовь к нам, мы почувствуем, что Он на себя это берет, и мы будем хорошими мальчиками и девочками, и не будем больше грешить, тогда Он нас освобождает от грехов. Он нас исцеляет от грехов, Он освобождает от их последствий, Он освобождает нас от наказания за грехи. А наказание за грехи, оно ведь и земное бывает, да? Мы и на земле уже тут и болеем, и мучаемся, и страдаем. А какие там страдания будут в вечной жизни, это даже представить себе нельзя. Вот в молитве перед исповедью там читается «Избави их вечных мук». То есть, потому что и муки вечные, пока нам незримые, но они тоже нас ожидают. Мы земные-то вещи иногда не сопоставляем. Человек курит, лежит в больнице и говорит, там, врачи виноваты в том, что я болею. Не понимая о том, что явная связь между вредной привычкой и болезнью. А уж про вечные муки что там говорить, если многие люди не верят в вечную жизнь. И Господь нам говорит о том, что вот можно, все прощено, все может быть прощено, Он берет на себя. И вот как ему взять это на себя, как ему приобщиться к нашим грехам? Ведь он пришел безгрешен, он пришел чист, он пришел непорочен, он-то сам к греху не причастен. И вот многие толкователи, вот из Библии это напрямую не следует, ну, может, какими-то намеками, но многие толкователи говорят, что смысл Христового крещения в том, что он погружается в воду, чтобы взять на себя наши грехи. Символически, да? Через вот покаяние тех людей, которые тогда вот там каялись, то есть грехи тех, кто кается, Господь освобождает, как бы распинается за грехи всего мира, но дает благость тем, кто кается. Вот те, кто приходили, они и получают, да? Господь их грехи взял на себя на плечи. Но если ты нырнул в болото в какое-нибудь грязное, да, или вот машину помыли, и ты в этой воде искупался, понимаешь, что ты в этой грязи ты испачкался, ты сам стал грязным. Ты эту грязь теперь несешь на себе. И он вот эту вот нашу грязь греховную, он берет на себя. Берет на себя ответственность. И он начинает общественное служение. То есть с этого момента, это момент его начала его общественного служения, с этого момента он начинает свое дело, ради которого он пришел. Дело исцеления, исцеление человеческого рода, дело избавления от грехов. И с чего он начинает? Он начинает с поста. А сегодня упрекают, говорят, ну вот зачем вы поститесь, это все лишнее, все. Христос уже за всех заплатил, уже всех избавил, уже не надо нам ничего, вот надо только благодарить и радоваться и так далее.
Нет, Господь как раз показывает, что надо. Что ему и то надо. У него совершенная человеческая природа, совершенная. И ему и то надо поститься для того, чтобы эту природу все-таки держать в своем должном месте, да, чтобы она подчинялась Духу, чтобы она подчинялась Его божественной воле. Как учил святой Максим Исповедник, что во Христе все-таки две воли. Мы это сегодня принимаем как догматическое православное вероучение, что во Христе не одна воля, а две воли. И божественная, и человеческая. Но человеческая воля совершенно и абсолютно, и всецело, и добровольно. Вот обращаю ваше внимание на этот момент, потому что он имеет смысл для нашего разговора. Она подчиняется воле Божественной. Она подчиняется воле Божественной. Поэтому мы говорим про Христа, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы самому послужить и отдать свою душу для искупления многих. Он пришел служить. Он пришел служить. И поэтому Он исполняет волю Божию до конца. Вот я немножко дальше сейчас цитату прочитаю, она нам сегодня еще тоже понадобится. Итак, Иисус сказал, это Евангелие от Иоанна, 8 глава. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Смотрите, какие важные слова, да? Что, как научил меня Отец мой, так и говорю. Я всегда делаю то, что Ему угодно. То есть Он исполняет волю Божию. И вот Он берет на себя этот пост 40-дневный, в конце поста выдерживает искушение. Кратко вспомнил. Да? Гордыня, из гордыни 3 ближайшие ветки наши, вот, так сказать, дерево наших грехов. Главный корень – это самость, это гордость. Из нее растут сребролюбие, это когда Ева смотрит, яблоко приятное для глаз, сребролюбие, обладание. Сластолюбие, хорошо для пищи, чувство, да, наслаждение, приятность. И дают знания. Знание – это слава. Когда мы хотим себя возвысить над окружающим людьми, мы в первую очередь говорим: я знаю, я его знаю. Вот. То есть хвалиться своим умом – это самый первый способ к прославлению себя. Ну, это как бы самый сильный инструмент высокомерия – это знание. Поэтому, когда говорится, что одно дает знание, это речь о славолюбии. Похоть очей, сребролюбие, да? Похоть плоти, сластолюбие и гордость житейская, славолюбие. И дьявол эти 3 искушения предлагает Христу. Скажи, чтобы камни эти сделались хлебами, сластолюбие, да? Просвещение, наслаждение плоти. Все богатства мира даны мне, кто мне служит, тому я и даю. Если тебе дам, если поклонишься мне. Сребролюбие, искушение. Хоть и обманывают, да, что они ему принадлежат, но все-таки ждет поклонения. Ну и последнее искушение: бросься с крыла храма вниз. То есть искушение славы, вот ты чудотворец, сейчас совершится чудо, люди тебя прославят, вот. И Господь отвергает. Да? Господу Богу поклоняйся, одному этому служи. То есть мы не ищем славы, мы не должны искать славы своей. Господь говорит: прославляющих меня прославлю. То есть только тот человек, который ничего не делает для своей славы и делает все для славы Бога, ну, Христос в этом, конечно, выше для нас образец, он себя не прославляет, наоборот, он себя обесславливает. Да? Проклят всяк, висящий на древе. Он даже предает себя на самой позорной смерти. Это была не просто мучительная смерть, это вот позорная смерть. Это, знаете, вот как таблички вешали на преступник, вот преступник, враг народа. То есть ему надо вот заклеймить себя, обесславить, чтобы даже вот в этом избавиться от всякой человеческой славы. Хотя за неделю его встречают для этого с ветвями, да, благословен грядущего имя Господне и так далее. И вот впереди скоро наступает это распятие. Господь побеждает эти искушения и потом возвращается в духе. То есть даже ему вот эту совершенную природу надо человеческую еще довести. Еще как бы возвести в новое состояние. Вот опять пример, опять образ. Было платье, чистое, красивое, белое, белоснежное, ни разу не надетое, свадебное, красивое. Испачкали, уронили. Или специально испачкали. Взяли вот, и не просто испачкали, а вот в кипящую смолу окунули. Оно все насквозь пропитано вот этим дегтем. До последнего волокна. Кажется, невозможно его уже отстирать, настолько оно пропитано грехом. Вот так же человек. Вот он на самом деле, если вглянуться, вот почему и отцы-то, да в псалмах мы вот это вот читаем. И во грехах родимая мать моя, то есть, когда человеку открывается благодатью подлинное состояние души, он приходит в ужас. Насколько там все плохо.
сколько там все пропитано грехом. Любое даже самое доброе дело, оно тоже пропитано грехом. То есть все вот это платье, оно все пропитано этой смолой. И Господь не просто его отстирывает, то есть не просто возвращает ему белизну, а возводит его в еще большее состояние. Оно становится не просто белоснежным, как было вначале, оно начинает еще, ну, просто говоря, светиться. Она теперь еще и светится, еще в темноте. Мало того, что оно белое, да, как было раньше, а теперь оно еще и сияет. Вот так же человеческая природа, то есть Христос новый Адам, второй Адам. И он первозданную человеческую природу, всесовершенную. Адам был совершенен, он знал рыб, птиц, он знал тайны мира, он с Богом общался, он обладал превосходной памятью, разумом. Ну, нам даже представить сложно, вот на каком уровне совершенства он был. Ему было дано все. И он это все потерял. Вот не зря же сегодня ученые говорят, да, что у нас вот, если посмотреть на нашу память, на наш разум, там вот как выгоревший лес. Почему у нас говорят, сегодня мозг работает на 10-20%? Мне кажется, что это последствия греха. Да? То есть вот в уме это проявляется так. И любую сферу деятельности, какую ни возьми, там хоть государственное управление, хоть там бизнес-сферу, хоть там научную, вот везде чувствуешь такую вот недоработка, все где-то вот, все как-то пробуксовано. И да, действительно, в уме человеческом мы забываем простые вещи и так далее. То есть человеческая природа, она повреждена грехом. Не тотально, она повреждена. А Христос приносит ее, Он пришел для того, чтобы ее обновить, очистить, возвести нас в большее достоинство. Был рай, дает Царство Небесное. Царство Небесное выше, чем рай. Рай был земной, Царство Небесное выше. Адама воззвать, то есть он воззывает как бы Адама вот из этого его падшего состояния, очищает. Да? Вот, ну, я так для себя понимаю тайну праздника Богоявления, но еще раз подчеркну, что она бесконечна, потому что это божественное откровение, а когда любовь тебе открылась, там больше подобает на самом деле даже молчание, потому что иногда оно больше может выразить. И слово нужно, но на самом деле иногда просто умолкаешь, потому что как это выразить? Это же непостижимо. Теофания, да, Богоявление. Второе название праздника после крещения Господня – это Богоявление. Отверзается небо, открывается небо. Христос погружается в воды, и открывается небо. Говорит голос небес, Отец говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Да? Или потом, как еще будет подобное такое же Богоявление на горе Фавор, да? «Его слушайте». То есть он говорит: вот, слушайте его. Вы хотите быть со мной? Люди же искали всегда соединение с Богом. Что только люди не делали, чтобы быть с Богом? Что они только не делали? И понимали прекрасно, что быть с Богом – это вот, это в душе. Но сердце-то ведь оно настолько же мертвело, как и память наша, да, вот как этот лес после пожара, да, там где-то только травинки какие-то еще отдельные, едва живые, а все остальное выгоришь. И так же сердце. Почему у нас так в сердце мало любви? Потому что омертвелое, оледенелое грехом. Общечеловеческим грехом, нашим личным грехом и так далее. Оно оледенело. Почему у нас так мало радости? Да вроде бы вот человек, который научился радоваться, он постоянно везде радуется. А у нас вот тут печалимся, там печалимся, еще и злимся. Вот сейчас буквально уже ехал сюда на нашу встречу, вот звонит один молодой человек и говорит: вот что такое происходит? Вчера мы там, ну вроде он так уже и на службу стал ходить, и говорит: вот вчера выпили. И потом слово за слово. Я ему там кулак показал, говорю: вот сейчас, вот что с тобой сейчас будет, если ты сейчас будешь продолжать. Тот еще продолжает, говорит: я ему врезал, у него тут рассечение губы, сейчас тут и дело заведут и так далее, он лежит в больнице. Представляете, вот так вот. Он говорит: ну я-то понимаю, что я этого не хотел. Я этого не хотел. Но он это сделал. То есть он ударил своего друга, да и серьезно, вплоть до больницы. Вот, пожалуйста, вам тема, которая сегодня станет в основе нашего разговора: рабство к греху. Человек стал рабом греха. Сердце является рабом уныния. Рассказывает один молодой человек, у которого были проблемы с наркотиками. Он говорит: страшное уныние. Ну, то есть вот один из плодов вот этой вот порочной жизни, которую он приобрел себе, это уныние. Ну и многие действительно это рассказывают, что это бывает очень часто. Он платит за это сейчас уныние. И он говорит: ну вот мне говорят, не унывай. А как я могу не унывать? Я же не решаю просто вот умом, унывать или не унывать. Это ведь идет из сердца, радость идет из сердца, счастье, любовь идет из сердца, и уныние тоже идет из сердца. Если уныние из сердца идет, я не могу просто себе взять и сказать: да ладно, там, брось, не унывай. Оно есть и есть, и все. То есть, ну, в сердце вот живет человек, да? То есть люди искали вот этого, как Бога-то вселить в сердце. Когда ты придешь ко мне?
100-й псалом почитайте. Милости суд воспитывай, Господи. Вот пророк Давид говорит: Господи, когда ты придешь ко мне, то есть когда ты придешь в мое сердце. И мы тоже ищем, да, даже уже имея полноту откровений, мы тоже, Господи, ну как вот ты, чтобы ты вселился в мое сердце, как вот эту благодать себе приобрести, что мне еще, вот, как мне молиться, что мне надо сделать, чтобы ты жил в моем сердце. И вот Бог открывает себя сам, открывает, да. Бог Отец говорит: его слушайте, то есть вот Сын мой, в нем вся полнота, в нем вся благодать. И Святой Дух является в виде голубя, но он должен явиться видимым образом, потому что это все-таки для людей, не всех. Кто-то говорит: это гром, кто-то ничего не видит, а блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть, а люди многие видят. Видят, да, о, небеса-то открылись. Нам это надо, вот как понять, небеса открылись? Как понять, небеса открылись? Сам я, конечно, такого никогда не видел, так, но правда слышал вот от людей рассказы. Ну, например, из жития преподобного Серафима мы это знаем. Когда вот он во время службы, он поворачивается с орарем, да, на возглас, и услышанный, как диакон обычно делает, когда он был еще иродиаконом. И он оцепеневает на несколько часов, потому что он видит Христа, грядущего в алтарь со святыми, с ангелами. Вот ему откровение. Открылись небеса. То есть духовный мир, во время службы действительно в этот момент всегда Господь заходит в алтарь. Мы во время читаем молитву входа, да, сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быть. То есть входят в алтарь святые ангелы, ну и, естественно, и Господь. А он просто это увидел. То есть ему открылось то, что нам обычно не видно. Или вот еще рассказывал человек, который сидел в сталинских лагерях. Это рассказывал один священник, это вот его отец, он сидел в лагерях. И он говорит: вот он сидит на берегу этих Соловецких островов, ну там, видимо, дали возможность там выйти, что ли. И вот он сидит и с грустью такой смотрит вот на эти камни, на это море. Ну и с такой печалью вопрошает: Господи, ну все-таки вот почему же так? Почему вот мы служим Тебе, мы хотим жить по правде, вот так боремся за добро, и почему вот мы страдаем, почему от семей своих разлучены? Ему открылись небеса. Вот он не может до конца, он не может подробнее рассказать, просто говорит: открылись небеса. То есть вот ему открылось, и какое-то вот утешение ему было видно, да, как, или еще более подробно написано в книге Деяний, архидиакон Стефан, первомученик архидиакон Стефан. Посмотрит, его побивают камнями, вижу небо отверсто и сына с человеческого стоящего одесную Бога. То есть он видит открытые небеса. То есть это, конечно, образ, что тучи раздвигаются, да, небеса открываются. Вот. Это духовное явление. То есть открывается духовный мир, он созерцает Бога, он созерцает предстоящих ему. Вот. И также здесь открываются небеса, и Бог сам говорит: вот мой сын, тот, кто несет в себе, значит, человеческую природу. Ведь сын такой же человек, как и отец. Он маленький, младший, но по природе он такой же, как отец. От человека рождается человек. Когда мы говорим Сын Божий, это значит, что по природе он совершенно такой же, как Отец. Ему полнота божественной природы принадлежит. Но по иерархии, по отношению лиц между собой, да, сын рождается от Отца, он подчиняется Отцу по своему личному свойству. А по природе такой же. Печать равнообразна сегодня служится литургия Василия Великого, показуя в себе Бога и Отца. Там вот так эти слова говорятся в одной тайной молитве, что он в себе в полноте несет божественную природу. И вот это откровение происходит. И Дух. Опять же, видимо, потому что голубь, мы должны вот это увидеть. Мы должны это увидеть. Человек телесен. Мы молимся телом, да, мы милостью творим телом, мы и плачем, когда мы тоже и слезами телом тоже плачем. И когда стыдно, что мы делаем? Краснеем. Когда страшно, и волосы на голове шевелятся. То есть все равно через тело. И так же, как небеса открываются, человек должен увидеть вот это явление Духа. Вот Господь дает так, в виде голубя. Голубь сходит с небес, и люди это видят. Явление Троицы на Иордане. Вот такими мыслями я поделился по поводу праздника. И сегодня хочу теперь перейти более подробно к теме, которая у нас сегодня обозначена как тема нашей встречи. И она имеет отношение, конечно, к празднику, что Христос пришел освободить Адама. В разных вариантах эта мысль повторяется в песнопениях, что Он пришел освободить Адама. Освободить от рабства. Адам скован, Адам связан, человек связан. От чего он связан? И что такое вообще свобода? Вот мы сегодня разговариваем, да, о свободе и рабстве. Я буду использовать сегодня вот эту вот досочку, потому что хочу нарисовать одну схемку, которая
может, чуть лучше позволит понять этот сегодняшний разговор. И хочу спросить у вас, а что такое свобода? Вот как мы понимаем слово, понятие свободы обычно? Когда мы говорим, особенно защищаясь, да, я свободный человек, это мое тело, это мое дело, это моя жизнь, да, что хочу, то и делаю. Как мы понимаем свободу? Когда человек ответственен только перед Богом. Как? Человек ответственен только перед Богом, за свои дела и поступки. Ой, до этого, это понятно, да, мы к этому должны подойти, но это до этого еще дорасти. То есть, вы хотите, наверное, сказать о независимости от людей, да? Да. То есть не зависишь от мнения человеческого. Да. Не зависишь от своих страстей, да. Ты свободен, да? Ну, все верно. Давайте мы к этому сейчас еще должны подойти. А вот в обыденном понимании, да, что говорит человек, когда он говорит о своей свободе? Что я могу выбирать, да, у меня есть вот такими язычками обозначу, что это свобода выбора. Ну, допустим, выбирать специальность, по которой поступать в институт, да, выбирать себе мужа или жену, да, выбирать свой образ жизни, выбирать, во сколько ложиться спать. Вот. Это возможность выбора. Это независимость. Да? Вот мы пытаемся что-то ребенку сказать, он говорит, ну я же самостоятельная личность, да, я же сам, не контролируйте меня. То есть независимость, зависимость можно обозначить такой, если зависимость это такие рабские цепи, то независимость это разорванные цепи. Да, человек разорвал цепи, он независим, он не раб уже. Вот. Что еще? Это, наверное, отсутствие запретов. Свободный человек это человек, у которого нет запретов. Да? Он идет куда хочет, он делает что-то. Да. Ну вообще, вот отсутствие запретов, но вот видите, как одно и то же можно понять как вседозволенность. Поэтому человек, который желает греха, он говорит, все могу. Все, что хочу, то и ворочу. Что хочу, то и ворочу. Прошла любовь, поэтому уж все, вот теперь. Да, я свободная птичка. Отсутствие запрета. Человек отвергает всякий запрет. Свобода слова. Что хочу, то и говорю. Что хочу, то и говорю. Тоже таким язычком это обозначим. Хочу, пою. Хочу, ругаюсь. Возможность. Сейчас недавно ограничили еще дополнительную свободу, теперь власти нельзя критиковать. Матерная брань, к счастью, у нас под запретом, клеветать нельзя, да? То есть это за ложные показания можно нести ответственность. Ну и вот еще добавили свобода мысли. Свобода мысли. Вот те мысли, которые у нас варятся в голове, помните, свобода мысли, такое понятие. Вот. Мы сейчас увидим с вами, что это вовсе не банально. Ни у кого из нас, конечно, полной свободы мысли нет, но есть особые грехи такие, которые лишают человека даже вот этой маленькой свободы мысли, которая есть обычно у человека, а оказывается, даже ее можно лишиться. Итак, вот что такое свобода, откуда она у нас есть и для чего она дана? Кто нам дал свободу? Ну, мы, конечно, говорим, не буду вас томить и интриговать, что это дар. Это дар. Нам ее дали. Она не может появиться сама в процессе эволюции. Да? Вот этот микрофон, если его оставить, он сам по себе не эволюционирует ни в колонку, ни в видеокамеру. Сам по себе не эволюционирует. Вот. Скорее всего, если его оставить лет на 100, то он просто рассыпется, сломается и превратится в прах. Вот, или на 500. Потому что само по себе ничто ни во что не эволюционирует. Наоборот, все склонно упрощаться, ломаться, сыпаться и так далее. Вот. Поэтому, когда мы видим человека таким сложным и свободным, то явно, что он не мог из обезьяны таким получиться. Вот. Так же, как камень не может стать живым. Вот мне недавно один мальчик говорит, отец Максим, вот вы знаете, я вот так подумал, наверное, я не буду верить в Бога. Потому что нам тут сказали, что вообще-то человек от обезьяны произошел, вот, и мне кажется, это правдоподобным. Вот. Ну, мы сидели за столом, перед нами стоял стакан, вот, обычный такой по чаю. Я говорю, ну вот как ты думаешь, вот этот стакан он может сам по себе превратиться вот в лампу, в люстру? Ну, засмеялся, говорит, нет, не может. Ну и дальше мы стали разговаривать, а кнопочный телефон, вот у тебя он может превратиться в сенсор? Ну просто вот сам по себе, эволюционирует. Может, нет. А кошка может превратиться, например, в слона. Ну пускай даже за миллионы, пускай даже за миллиард лет. Ну нет, не может. Она может стать более быстрой, там, цвет шерсти поменять. Даже виды не переходят в другие виды. Даже воробей в ласточку не превращается. Уже не говоря о том, что животные в других животных, рыбы в птиц, там, и наоборот, и человек вдруг почему-то остался. Нет, конечно, это так. Бог дал это так. Бог дал жизнь,
Бог создал птиц, Бог создал зверей, растения, и Бог создал человека. И Он нам дал свой образ. Он нам дал свой образ. Вот что мы называем образ Божий в человеке? Когда мы говорим, что и сотворил Бог человека, по образу своему сотворил его. Что под этим подразумевается, под образом Божьим в человеке? Раз, там такой список открытый, это разум прежде всего. Хотя мы до конца не понимаем, что такое разум. Может быть, возможность мыслить абстрактно. Но мы бы так сказали, возможность думать о невидимых вещах. Вот возможность думать о любви. Голуби тоже любят друг друга. Но думать о любви, скорее всего, они не могут. Просто любят и все. Возможность говорить об этом. Птички тоже чирикают, они могут говорить. У них есть дар речи. Но говорить о молитве, говорить о верности, говорить о чести, о совести, скорее всего, они не могут. Потому что если бы они могли, наверное, они как-то это в своей деятельности хозяйственно выражали. Они не выражают. У них нет храмов, у них нет кладбищ, у них нет воскресных православных бесед. Да? Вот, поэтому, скорее всего, у них этого нет. Итак, разум, слово, бессмертная душа. Бессмертная душа. Самые древние люди, о ком мы что-то знаем, это люди, которые уже выражают веру в свое бессмертие. Человек пользуется огнем, человек хоронится их сородичи особым образом, вот, и прочее. Это творческая душа, человек всегда творец. Он строит муравейники, строит, и буду строить так всю жизнь. Вот. Им не надо инноваций, им не надо изобретений, им не надо прогресса. Потому что Бог им сказал строить, птичке сказал бить гнездышко, белке велел грызть орешки, зайцу велел убегать от волка, а волку гоняться за зайцем. Вот. То есть все животные, они руководствуются инстинктами. И муравей не может вдруг сесть и сказать: нет, ребята, все, вот вы строите, а я не буду. Школьник может сказать: не хочу учиться, хочу жениться, не хочу работать, хочу воровать. Человек может так сказать, потому что человек свободен. А животные, у них есть инстинкт. И почему же нам Бог такую свободу дал? Ответить этот вопрос такой он сложный, и он часто вызывает преткновение. Потому что верить в свободу человечка очень сложно. И много разных, кстати, других теорий возникает. Даже в рамках богословия, даже христианского богословия. Пожалуйста, в протестантизме есть теория предопределения. Потому что на самом деле все уже решено. Что уже все решено, что у человека нет на самом деле никакой свободы. Он уже рождается для спасения или для погибели. Осталось только разобраться, для чего он родился. В принципе, уже все решено. Есть теория кармы, есть теория Дао, которая тоже в какой-то степени выражает веру в предопределение. В советское время была теория социального детерминизма, о том, что все обусловлено борьбой за жизнь, экономика и так далее, материализм. И сейчас тоже мы говорим: почему человек пьет? Почему он пьет? Наверное, президент у нас такой плохой, человек и пьет. Работу президент не принес ему работу, на блюдечке не дал, поэтому бедняга так и спился. Тоже одна из форм веры в социальный детерминизм, о том, что все зависит от экономики. Почему люди разводятся, почему люди ссорятся? Уже площади не хватает, понятно же почему. Опять же, правительство, не доработало, надо их наказать. То есть нам очень сложно поверить в нашу свободу. Нам очень сложно поверить в то, что многое мы решаем сами. Не все. Мы не решаем, где родиться, мы не решаем, быть мужчиной или женщиной, мы не решаем, какого цвета у нас будут глаза, мы это не решаем. Но мы каждый день решаем по много раз одну принципиальную задачку, от которой зависит наша будущая жизнь. Это выбор между добром и злом, между верой и неверием. Поэтому мы говорим, что свобода – это дар небесный, и верить в свободу обязательно. Христианская вера, она сочетается с верой в свободу. И зачем же Господь нам ее дал? Ведь от свободы все сложно. От свободы у нас есть тюрьма. Не было бы свободы, не было бы тюрьмы. Не было бы свободы, не было бы предательства. Не было бы свободы, убийств бы не было никаких. Зачем что-то Господь нам это? Потому что не было бы свободы и не было бы любви. Не было бы любви. А Бог создает человека для любви. Бог создает человека, и создал Бог человека по образу своему, а подобие, то есть степень приближения к Богу, человек уже зарабатывает сам, он выбирает сам. Чтобы эта стрелочка была, чтобы человек двигался
чтобы человек двигался. Ценно то, что ты сам делаешь. Если вы сказали ребенку, пойди, пожалуйста, помой посуду, и он тут же, как вот монах в древности, да, буковку не дописал, вы знаете, он только услышал, все, встал, пошел помой. Надо и похвалить, и поцеловать, и поощрить всяческим образом, да, за такое послушание. Если он пошел только через 5 минут, после 3-го напоминания, тоже вроде бы сделал, да, но уже вот не так, уже вот немножко, уже неприятно. А если только под угрозой наказания, или когда вы его за руку уже приволокли, там и силой заставили, вот с ремнем встали над душой, и тогда он только помыл посуду. Ценно ли это? Нет. Это не, за что тут награждать? Посуда помыта. Но награды никакой нет. Потому что не свободны. То есть важно там любовь. То дело, то действие, то добро, которое человек совершает. Поэтому Господь, давая человеку вот свой образ, Он дает его в полноте. Потому что свобода – это свойство самого Бога. Он обладает свободой. Бог совершенно свободен. Нам Он дает кусочек свободы, нам Он дает зернышко свободы. Больше, чем камень. Камень не может решать, где лежать. Куда его положили, там он и лежит. Собака может уже решать, где находиться. Туда побежал, сюда побежал. У нее уже есть свобода передвижения. Но у нее нет вот этой свободы нравственной. Да? У человека есть нравственная свобода между добром и злом. И Господь нам дает часть своей свободы. И полнота свободы, немножко забегая вперед, мы скажем, кто нам показывает полноту реализации божественной свободы в человечестве. Кто конкретно по имени? Ну, Христос, конечно, Христос показывает полноту. И вот как раз в этих словах, которые мы почитали, он и говорит о совершенности человеческой свободы. О совершенности. Потому что совершенная человеческая свобода, она в этом и состоит, она состоит в служении. И совершенная свобода ребенка, совершенно послушание, оно состоит в совершенном послушании, когда он будет полностью исполнять волю родителей. Но мы, естественно, так не делаем. Началось это все известно с кого? С Адама и Евы, которые совершили грех. Что такое грех? Вот грех это чуть в сторону. Немного, может быть, знаете, на 5%, может там на 90 градусов. Но это так или иначе, это уклонение от этой вертикали. Это уклонение от Бога. Бог сказал не есть, они съели. Они послушно сделали. Они имели пищу, древо жизни, да, чтобы быть с Богом. И они, пребывая в этой пище и не переходя вот за эти запреты, а Бог должен был дать им обязательно вот эти стенки, да, должен был дать испытания. Знаете, вот эта история, настолько она важна, что вот, повторимся мы о ней, хотя не раз уже говорили, да, почему Господь дает древо запрета, почему дает древо познания добра и зла. По той же самой причине, по которой тренер заставляет плыть там своего воспитанника. По той же самой причине, по которой комбат гоняет своих подчиненных там, по пересеченной местности в противогаз. Потому что они должны стать сильнее. Их надо воспитать, их надо научить. Им надо дать задание. Без задания человек ничего не сможет. Поэтому Бог дает человеку задание. Не просто испытание, а задание, чтобы человек рос. Если бы мы просто бы не вкушали и вот продолжали питаться от древа жизни, то мы бы бесконечно приближались бы к Богу и соединяли бы весь мир с собой. И весь мир бы пропитался божественной любовью. Как кошки. Да, сегодня мы видим, когда кошку укажешь, почему-то кошки любят нас, а мы любим их. Говорят, что кошки это кусочек рая. Когда-то все животные были так. Все любили человека, так как нас сегодня любят кошки. И человек также любил всех. Никто его не кусал, никто его не грыз, никто его не душил. Вот, как сегодня львы делают и змеи, и комары. И мы бы весь мир собрали, привели бы к Богу. Но надо было держаться. То есть это благо, вот это древо познания добра, это было благо для человека, без этого мы никуда не двигаем. Но человек совершает грех, он отклоняется. И вот давайте прочитаем дальше вот эту 8 главу Евангелия от Иоанна. Я сейчас прочитаю целиком вот этот отрывок, а потом его немножко поразбираем на конкретных уже жизненных примерах. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем,
истинно мои ученики. Так же, как изначально Бог сказал Адаму и Еве, да? Если прибудете в Слове Моем, то есть вот если будете меня слушать, и познаете истину, и истина сделает вас свободным. Это у нас эпиграф нашей сегодняшней встречи. Ему отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Ну, они обманывают, да? То есть они говорят о том, что мы не подчиняемся Риму, хотя на самом деле тогда иудейский народ был под римской властью. Но они как бы так, не соглашались с этим, то есть они считали, что они не подчиняются. Иисус отвечал: слушайте, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободно будете. Истинно свободно будете. Давайте с этими понятиями разбираться. Что такое рабство греху? Что такое рабство греху? Вот эта свобода, она касается всех наших сил, всех наших способностей. Вот, например, слово. Я почему-то кто-то всегда начинает беседу с разговора, мы пользуемся словами. Это Бог нам дал возможность говорить о духовном. Словами мы строим отношения, словами мы передаем знания, словами мы вдохновляем друг друга, словами мы общаемся с Богом. Итак, слово – это инструмент для любви, для отношений, да, для служения. Если оно правдивое, если оно чистое, если оно содержательное. А если оно лживое? Если человек говорит ложь. Ну, ложь – это известный грех, да? Не лги. Это заповедь, что здесь это понятно, что ложь – это вот как раз пример греха. И как только человек сказал неправду, он стал рабом этой неправды. Даже если он не тут же признается, уже придется пройти через стыд. Уже придется признать. Сколько он сил теряет на ложь. Я вот этот пример, наверное, уже приводил не раз, а потом коротко напомню о том, что вот с одной девушкой мы пытались развязать клубок вот жизненных проблем, в которых она оказалась со своими детьми, и дать ей возможность найти работу, вернуть детей, которых у нее тогда отобрали. Я был поражен тому, что вот в этой ситуации, находясь, она говорила о том, что я сходила, подала документы, а на самом деле нет. На самом деле нет, не сходила никогда. И вот тогда я был поражен. Я говорю, как же это, кого же это, своих детей, которые ждут встречи с мамой, и ты говоришь, что да, я там сходила к юристу, на прием, все сделали, а потом я от него узнаю, что это неправда. И что, становится рабом душа. И у него в голове, даже, знаете, вот я бы сказал, открывается такая воронка, черная дыра, в которую уходят силы. Почему ему так сложно там, написать курсовую, подготовиться к экзамену, прийти вовремя на работу? Потому что силы туда вот незаметно, он соврал уже где-то неделю назад. И все силы туда вот в эту ложь они продолжают уходить. Он теряет свои силы. Ну, а естественно, когда его обличат, рано и поздно его обличат, это и наказание, и порицание, и так далее. Вот пример. Человек становится рабом. Это грех. А ложь, она имеет привычку, знаете, говорят, совсем заврался, да? Раз соврал, где-нибудь там в чем-то, в мелочи, потом уже чуть побольше, а потом уже человек так заврался, то есть он уже, как мы еще говорим, врет и не краснеет. Сначала ты еще хоть покраснел, а сейчас уже не краснеет. То есть это уже вошло, понимаете, вот грех уже вошел в человеческую природу. Он стал ему привычным, человек потом уже даже не представляет, как можно без этого жить. А правда человек делает свободу, когда человек говорит правду. Не так ли? Тяжело говорить правду. Всегда во всем говорить правду. Вот я удивлялся даже, что иногда вот слышишь, такие люди совершенно уважаемые тебе говорят, ну давай вот там, давай сочиним еще что-нибудь, да, чтобы как-то здесь все. Так это мы что, соврем, что ли, получается? Ну это некрасиво, это просто для взрослых людей, вот так вот это. Когда ты всегда во всем говоришь правду, ну в меру, конечно, никто из нас не может до конца этим похвастаться, но хотя бы так, на таком уровне вообще принято. Тебе же легко. Ты не боишься. Тебе никто вот сейчас не схватит за руку и скажет, дружок, а ты вчера что говорил? Вчера ты говорил одно, а сейчас выясняется другое. Этого не будет. И ты этого не боишься. Поэтому ты можешь прямо смотреть в лицо людям. Да? Встречая там человека на своей стороне улицы, видя его издалека, ты не думаешь, мне остаться здесь или перейти на другую сторону. Да? Есть мне за что перед ним краснеть или нет, потому что
Не за что. Не за что. И вот, знаете, любой грех так. Ну, вообще любой грех, и словом так. Вот мат. Ну, это, конечно, такой хрестоматийный пример. Ну, разве мат не делает человека? Вот рассказывает мужчина. Я уже осознал зло, что это зло. Я уже пытаюсь это бросить. 2 года. Не могу. 2 года бросает человек материться не может. Это только на словах. А в уме? А чтобы ум очистить от этих слов? Представляете, какая работа нужна? Потому что эти слова не случайно солдаты там, глядя в лицо смерти, так они матерятся, потому что эти слова очень глубокие, они задействуют тут самые такие глубинные структуры, отвечающие за деторождение. Ну, мы уже говорили, да, мы знаем, что такое матерная правда. Поэтому действительно от нее так просто не избавишься. Это не какие-нибудь там термины из повседневного мира. Это слова о любви, только искаженные, перевернутые, оскверненные, но слова все-таки о любви, о супружеской любви, в результате которой рождается на свет новый человек. Вот что такое мат. Но мат ведь делает человека рабом. Ты стоишь за гаражами и ругаешься. Это я школьникам говорю. А кто там рядом с тобой? А вот тебя по плечу похлопали, а может это дядя полицейский подошел. Вот сейчас тебя заберет на 15 суток. Или родители твоих за тебя, раз ты такой невоспитанный. 15 суток, да? У нас по кодексу об административном правонарушении 15 суток. Нет желания посидеть. А с одним вот мы стали спорить, он значит доказывать. Да ничего в этом такого нет. Я говорю, ну давайте проведем эксперимент, давайте. Вот давайте вот сейчас позвоним, пригласим, приедут, оформят. Нет желания, не сидели еще ни разу. Я говорю, продолжайте, вот вы попробуйте вот сейчас, скажите что-нибудь. Вы все равно не позвоните. Но не рискну. При маме ты не будешь, при бабушке не будешь. Или вот ты сегодня такой правый, а завтра у тебя родился ребенок. Вот маленький ребенок. Ну не будешь же при ребенке. Это как-то интуитивно понятно, да, что при младенце нельзя. Но нельзя и пространство вокруг него вот этими словами скрывать. И получается, что ты зависишь от окружающих людей. Понимаете? Мать делает тебя зависимым. Ты вынужден выбирать. Лексикон, на котором ты разговариваешь, очень тяжело. А когда ты решаешь для себя, и добиваешься этого, что слово твое чистое, чистота слова, чистота, ты не потребляешь матерные слова независимо от окружения, просто потому что ты понял, что они злые сами по себе. И даже наедине их тоже не потребляешь. А тем более перед Богом. Пустословие. Пустословие. Есть у нас такая привычка, в том числе и в современности, поболтать. Но вот болтовня, она лишает человека силы. Как баня. Вот в бане, если дверь открывать, закрывать. Натопили баню, и двери поболтали. Все, жар ушел. Так же душа. Человек не способен. Он способен 2 часа просидеть, поболтать, а встать и 5 слов сказать молитву, он не способен. Потому что все силы ушли. Пусто слово. Тоже делает человека рабом. Лишает человека сил. А как вот Господь говорит, да будет всякое слово ваше солью, чтобы вы всегда знали, как кому отвечать. То есть слово всегда должно быть со смыслом, всегда должно быть с целью, для чего я это говорю, кому я это говорю, правду ли я это говорю. Соль, слово соль. И тогда мы действительно можем все, что не попросим в молитве, получить. И горы мы можем двигать. И словом исцелять можем. Многие святые исцеляли словами. И воскрешали словами. Почему у нас нет такой силы слова? Да потому что греха много в нашем слове. Поэтому и силы слова нет. Да? Потому что вся соль слова, она вот, вся эта чайная ложка соли, если бы ее на стакан развили, был бы крепкий раствор. А мы ее разводим на целый океан. Вот и никакой силы не остается. Ну и так далее. Вот смотрите, мы сейчас целую лесенку напишем. Я уже не буду конкретный пример приводить, потому что я думаю, вы сами насмотрелись тому не из числа. Курение. Вот еще один такой вид явного греха. Табака, курение. Рабство. Ну, девушка, 15 лет, начала курить. Сейчас ей 21. Сейчас она уже сама мама молодая. Тогда она, конечно, не считала, что это зависимость. Но теперь-то у нее этой независимости, у нее нет теперь независимости. Она теперь зависима. У нее нет свободы выбора. Вот у нее 100 рублей, она не богато живет. Вот у нее есть 100 рублей в день, которые она может потратить. Ну, помимо там каких-то необходимых вещей.
Разве она может на эти 100 рублей купить фрукты или сигареты? Нет выбора. Только сигареты. Я говорю, ну так бросай. Она говорит, я не могу. Я не могу. Я пыталась. Чисто физиологически я не могу. У меня дрожат руки, у меня выступает пот. Я не могу пробежать, я могу там тяжести поднимать, а пробежать 5 метров за автобусом я не могу. Потому что начинаю задыхаться. И бросить не могу. Может быть, когда-нибудь смогу. А сейчас не могу. А разве человек, опять же, попадающий с какой-нибудь болезнью, допустим, там, с артритом, артрозом, инсультом и так далее, разве он выбирает поехать на дачу, или в лес, или на лыжи, или еще, или с внуками понянчиться? У него выбор больничная койка и все. То есть вообще в целом вот, любой грех такого нездорового образа жизни, а вот приводит к рабству. Много тут, мы сказали, да, и деньги. Да, человек, который курит, он даже транспорт не может выбирать, на котором он едет. В поездах нельзя курить. И поэтому спокойно билет на поезд, не глядя на расстояние между станциями, не может себе приобрести. А вот здоровый человек, ну, вне, конечно, это все условно, потому что ясно, что человек может и не куря быть больным, но все-таки определенно есть взаимозависимость, да, есть статистически значимо. Мы знаем, что человек курящий, он живет, он на 10 лет меньше в среднем. Мы говорим в среднем, в общем, на закономерности. Вот. Пьянство. Вот под пьянством что понимается? Когда ты употребляешь алкоголь с целью опьянения. Сам по себе алкоголь, вино, оно не является злом. Оно и по богослужению даже используется. Да? И в Христе. И как символ оно может использоваться, как символ встречи. Если ты сделал глоток вина, это просто символ там, радости, любви, общения. И ты от этого никакого опьянения не почувствуешь. В этом греха нет. А вот если ты выпил уже, допустим, стакан водки для того, чтобы поплясать весело, потому что без этого вот никак не можешь, а вот выпивший можешь. Или чтобы как раз завязать там знакомство какое-нибудь, да, вечер весело провести. Вот я, чем это заканчивается, я уже вам рассказал. Чем это закончилось вчера для одного молодого человека, мы уже все слышали. Рабство. Он теперь и с другом в ссоре, и с законом, с полицией он в ссоре, и финансовые, наверное, какие-то ему придется затраты нести на исправление всей этой ситуации. И совесть его мучает. Вот мы к этому еще подойдем. Это ведь самая глубина. Почему вот он позвонил? Я рад, что он позвонил. Потому что он хоть изнутри немножко, вот я ему показал, Господи, надо исповедоваться, но покаяться в этом грехе, чтобы совесть свою освободить. Потому что она же мучает пьянство. А вот трезвость. А вот трезвый человек, это человек свободный. Он сам решает, что ему говорить. Что у трезвого на уме, то у пьяного. Пьяному море по колено, а лужа, как говорит народная мудрость, по уши. А лужа по уши. Вот. Очень большой процент преступлений, то есть тех людей, которые вот у нас сидят сегодня за колючей проволокой, это преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Человек не помнит, где он был, что он делал. Дали бумаги, пришлось подписывать. Потому что он не может внятно сказать, что я этого не делал, какие-то показания. Ты делал, вот ты убил. Вот нож, вот твои отпечатки пальцев, вот убитый человек. Ты же не помнишь, значит ты сам присутствовал один раз на таком допросе. Но, правда, речь шла не об убийстве, а просто о нанесении ножевых ранений. И вот сидел этот бедолага, которого спрашивали сотрудники полиции, но он внятно ничего сказать не может. Я лежал, я упал, а как нож воткнулся, я не знаю, и так далее. Такие, естественно, его привлекают к ответственности, потому что видно же, что он ничего не знает. Про психоактивные вещества надо ли говорить? Ну, что называется наркотическими и так далее. Психоактивные вещества. Вот это как раз вещества, которые лишают человека свободы мысли. Если доводилось общаться с теми, кто злоупотребляет психоактивными веществами, то можно заметить, что человек не управляет своими мыслями. Он не решает, о чем думать. Он не может строить разговор. Весь его разговор, он так или иначе вращается вокруг одной проблемы. Где взять воду? И даже разговаривая с тобой, спрашивая тебя, как дела, у него мысль только одна. Вот все-таки есть у тебя где-то в кармане 200 рублей, как бы вот их оттуда
вот, так и нет, правда, неправда. Он может соврать все, что угодно, может рассказать любую фантастическую историю. Лишь бы вот у тебя все-таки эти деньги взять и сегодня оказаться. Да, давайте видите, это очень страшно. Когда человек не может, не перебивая, выслушать тебя хотя бы одну минуту, не перебивая. У него постоянно вот у него одна внутренняя пластинка. Дай. То есть это такой еще высшая степень. Зависимость. Где же тут независимость? Где тут свобода выбора? Где тут отсутствие запретов? Вот, пожалуйста, один молодой человек через пьянство. Он потерял работу, и, там, семью, и жилье, и так далее. И побывав в тюрьме, у него типа, условно закончился. Но мне это вот, знаете, этот сюжет прямо так врезался в душу. Он пошел с нами крестным ходом. Вот, когда был крестный ход 7-8 мая, он пошел с нами вот здесь от собора, пошел через город, дошел до поворота на Вильгород, и полон еще силы и желания дальше идти, он с сожалением вынужден был повернуть направо в город. Потому что за табличку с надписью «Сыктывкар» переступать нельзя. Представьте. Вот человек, вот ноги, вот желание, а переступать нельзя. Уже преступление. Уже можно условно свой превратить в реальность. Вот это был очень наглядный пример о том, как человек может потерять свою свободу. А начиналось все с бутылочки пива. Начиналось все с безобидной, казалось бы, в кавычках, бутылочки пива. А вот что надо написать как противовес психоактивным веществам? Вот что нам написать сюда? Что на самом деле освобождает человека? Что хочет человек получить, вот, прибегая к таким... Это ворованная радость. Это радость. Люди радуются, люди веселятся, им хорошо, у них нет никаких проблем. Это радость украденная. Она и купленная одновременно, и украденная одновременно. Это купленное, краденое имущество. Его сначала украли, потом еще и продали. Это радость. То есть на самом деле человеку надо просто иметь радость. И вот в этом плане для меня является очень таким ярким примером женщина, которая у нас в храме, вот она помогает там, за службой, смотрит за подсвечниками. И вот как-то раз прихожу, и вы знаете, она всегда за благословением подходит, вот как к Богу. Вот у нее такое благоговение, да, вот такое, не дежурно так благословить. Вот такое чувство, что если вот сейчас ее не благословишь, вот все, мир закончится. Вот так вот прям не стесняйся так благословить. И вот она как-то раз вот так вот 4 раз подожди с благословением, она говорит, батюшка, а мне же вот вчера 90 лет исполнилось. Представляете, человеку 90 лет. И она ходит своими ногами. Она сама приходит в храм, не спеша, с палочкой идет. Она читает своими глазами. У нее там, понятно, что правнук и так далее. Но самое мне вот что запомнилось тогда в тот момент, в этот разговор, вот, я вот ее слушаю, она делится своей радостью, что вчера ей исполнилось 90 лет, что к ней приходили вчера ее все внуки-правнуки. Но рассказывая все это, она держит мою руку, она ее не отпускает. Ну, я, естественно, не вырываю, я ее держу. Я вдруг обращаю внимание, что она держит, знаете, вот, у нее спортивная рука. Вот крепко держит, крепко, такая вот, ну, такая жилистая хватка. Вот как у человека, который занимается на турнике. Вот так, такая вот мускулистая, вот такое вот слово. Это у нее в теле, внутри, то есть она вот сама себя в такой форме держит. И внутри, из нее изнутри с радостью. И когда пришли как-то раз в храм родители, единственный раз они пришли, они и то, заметьте, говорят, ну там у вас бабушка какая за подсвечником стоит, там, ну, вот это сила, говорят, не духовная. Я говорю, ну, неужели вы тоже заметите? Значит, мне не кажется. Вот она радость, понимаете? Радость она в чистом сердце. Вот человек служит Богу, не просто молится, да, он служит Богу. Вот у нее этот подсвечник, это как танковый редут. Вот, это ее вот точка духовной битвы. Такой, можно так сказать. Ну, в хорошем смысле. И человек, вот, да, можно жить в такой радости. И чего радуешься? Вот сегодня, смотрите, нам как Господь радость подарил, да? Всю ночь снег сыпал. А смотрите, белоснежный, какие пушистые сугробы. Но разве это не радость? Разве не можно вот этому радоваться? Бывает морозное крещение, а вот в этом году вот так, это разнообразие. Да. С утра, как вот это вот было красиво. Это же чудно. И вот такой радость на самом деле везде. И не надо ничего другого. И не надо тебе там ни в интернете никакой другой радости, а тем более там, да как можно вот эту радость светлую, святую
рождественскую, крещенскую променять на какие-то там спайсы, снюсы, соли. Там, ну, даже как-то говорить об этом, пишет человек на днях. Говорит, почему я не вижу в людях эту радость рождественскую, крещенскую? Не знаю. В себе чувствую. Может быть, вовне ее не так много, да, но честно чувствую в себе. Про других не знаю. Благодарю за честный ответ. Но потом у меня, правда, родилась мысль, я уже не стал подробно излагать. Потому что мы видим-то ведь тоже меру своей радости, да? То есть, если человек радуется внутри, всегда радуйтесь, все благодарите. И радость ваша будет совершенно, Господь говорит, да? И тогда возрадуется сердце ваше, и ни о чем уже не спросите меня, и так далее. То нам Господь дарит эту радость. Вот, пожалуйста, настоящая свобода. И когда тебе радостно, то тебе ведь ты ни от чего не зависишь. Она просто есть внутри, есть поющее сердце. Сколько раз вот замечал, после литургии поющее сердце. И даже вот идешь, как говорил преподобный Серафим, если Господь в тебе почивает, тебе даже не говори ничего. То есть даже не молись, просто вот молча с Ним вот пребывай. Сердце само поет. Я не знаю, как это описать, передать, но это так. Ну, пойдем дальше еще тоже. Постараюсь уж кратенько. Ну вот, и гаджеты, да, сейчас говорят. А некоторые в шутку говорят, что на это слово надо читать по слогам. Вот, один из них свалился на пол. Стыдно. Точнее, вот само слово гаджет не является злом. Да, телефон не является злом, интернет не является злом, даже компьютерная игра не является злом. Пилоты ведь тоже учат водить самолеты с помощью компьютерных игрушек. Да? Но зависимость является злом. Когда человек уходит туда с головой, да? Когда человек, знаете, есть такое понятие зависимость от электронной почты, навязчивое желание читать новости. Любая новость, она дает человеку небольшую такую вот радость. Да? Он что-то новенькое. То есть, такой есть, естественно, природный приток. Но когда ты вот к этому привыкаешь, то вот жажда новостей. Хотя там нового ничего нет. Главная новость она внутри нас. Что можно жить лучше, чем вчера. Вчера не понимал, сегодня стал понимать. Вчера плохо молился, сегодня стал лучше молиться. Вчера не мог не врать, а сегодня вот могу. И вот так вот эта вот радость духовного обновления, она и есть настоящая наша свобода. Поэтому давайте, если гаджет отождествить с новостями, да, с бесконечным потоком новостей, давайте вот так напишем духовное обновление. Духовное обновление. Святым Духом всякая душа живится и чистотою возвышается, и так далее. Вот это вот, знаете, вот все обновляется. Вот если бы не было в каком-нибудь прудике ручейка, который в него втекает, и ручейка, который из него истекает, то он бы весь зацвел, затух и так далее. Но от того, что в него втекает ручеек, он постоянно обновляется, и там свеженькая рыбка. Вот так же и душа. Общаешься с Богом, и она постоянно обновляется. Вот, Валентин Николаевич, скажите, пожалуйста, вот если бы человеческое тело не обновлялось, да, вот клеточки умершие, вот они бы постоянно через печень, там, через почки не выводились из тела, ну сколько бы мы прожили? Месяц, того меньше. Вот люди там, у кого почки не работают, на гемодиализ ходят. Сколько можно без гемодиализа прожить? И, там, сколько-то дней. Если не очищать, да, вот кровь, то есть человек сам по себе изнутри загрязняется, только потому что у него есть вот очистительная выделительная система, он продолжает жить. И также и душа, она должна постоянно учиться, молиться, очищаться, каяться, да. И вот это духовное обновление, это и есть настоящая жизнь человека. Вот. Ну, еще чуть подробнее вот скажу, осталось немножко совсем, вот три последних момента, это вот не деньги не зло, а вот сребролюбие. А что здесь мы напишем? Сейчас мы напишем. Что такое сребролюбие? Как-то мы были на защите одной выпускной работы в университете, это было на экономическом факультете, и там речь шла о ценных бумагах, в какие ценные бумаги надо вкладывать. И вот там девушка, значит, представляла свой доклад о том, что надо вот вкладывать в такие ценные бумаги, и мы задали вопрос, а вы в какие ценные бумаги бы вложили? Исходя из ваших исследований. Она говорит, я бы не вложила ни в какие. Я говорю, почему? Она говорит, потому что папа у меня всю жизнь этим занимался, и я знаю, что это такое. Это значит, я буду целыми днями и ночами сидеть за компьютером, и только и следить, какие там акции подорожали, подешевели, это рабство. Это будет рабство. Вот не дай Бог иметь там 100 миллионов. Потому что ты будешь этим 100 миллионам, ты будешь день и ночь служить. Ты будешь бояться, как бы их не украть. Ты будешь, знаете, положил сюда, лег спать, через час проснулся, думаешь, о нет, там украдут, пойду тебя положу сюда. И так вот это будет бесконечно. Как бы тебя не
били. Да, как бы мне и били, ой, кто там шуршит, наверное, это уже воры уже подкрадывают, да? Кстати, она потом сказала, мы говорим, а куда бы вы вложили это миллион? Она, знаете, она засмущалась, застеснялась, заулыбалась и говорит, ну я бы, наверное, помогла бы животным. Ну, тоже со стороны. Блажен и же скот именно. И тогда я вспоминаю того нашего алтарника, который несколько лет назад, правда, это уже было, но цены с тех пор не сильно изменились. Может, раза в два. Он говорит, ну что там говорит деньги? На 1000 рублей. В принципе, можно жить. Я тут тогда удивился. Сам, когда студентом, сам когда-то жил на 1000 рублей, я говорю, как так? Он говорит, ну, картошку вот привез из дома, одежда вся есть, стараюсь везде пешком ходить. Ну, в принципе, там вот хлеб, молоко, макароны, и все. Все, пожалуйста. Не стяжательно. И у тебя тогда нет проблем никаких. Ты не думаешь, что куда вложить, для тебя даже грабить нечего. Да? Помните, как кто-то из святых, и к нему там воры залезли, это Спиридон, да, он еще и дал одну овечку за то, что они так потрудились всю ночь. Такая нестяжательность. Я замечал несколько раз, когда вот деньги в кармане заканчиваются, и остается, знаете, только-только там 100 рублей, там 200 рублей. И ты знаешь, что так, вот это вот там, допустим, это сегодня на хлеб и молоко, а это вот это на... Понимаете, и вот наступает такой, вкушаешь вот это чувство свободы, потому что выбора нет. Тебе не надо думать, ты думаешь, о, сегодня в магазины не захожу, как хорошо. На самом деле там дома какие-то сухарики есть, да, сейчас там чайку себе заварю, и то есть не чай, а вот травки какие-то есть, и все. И то, что есть, тем и сыт. И время, опять же, сэкономил. В магазин зайдешь, всякое 20 минут там потратишь. Может, зайдешь за одним, унесешь целый пакет, и это надо, и это тоже вроде пригодится. Вот. А когда нечего покупать, и хорошо. Знаете, вот то, о чем сказано, как птицы небесные. Описывалась история. Вокзал, люди сидят, пирожок лежит посередине, валяется на полу. И все сидят и смотрят, и всем стыдно, что хлеб валяется, но никто не решается взять, подойти, поднять его, потому что вдруг все подумают, что это вот, что я такой вот нищий голодный. Вот. И заходит монах туда вот в вокзал, и увидел пирожок, и он даже вот не глядя по сторонам, кто на него пирожок, вот поднял, ему Бог послал. Подошел, взял себе чай и давай себе чай без пирожков. Вот действительно, как птицы небесные, да? Вот, Господь послал такой пирожок. Ну, это где-то в газете такое вот описывали. Такая вот нестяжательность, да? Отец Небесный знает всякую нужду. Рассказывают про одного батюшку такого в нашей республике, имя не буду называть, чтобы его в грех не вводить. Но один его послушник, он рассказывает, говорит, у нашего отца такого-то, говорит, у него вера. Он говорит, вообще ни о чем не беспокоится. Он говорит, я ему говорю, мне ботинки нужны. Он говорит, ну ладно, там, Господь пошлет. И он говорит, мы с ним в город приезжаем, тут же к нему кто-то подходит, говорит, отец, там, вот как раз я хотел осудить, вот вам 3000 рублей. Я хотел вам передать. Он говорит, о, видишь, вот, ну пойдем, зайдем, ботинки тебе купим. Вот так вот. Или там еще один тоже священник был. Надо было билеты ехать покупать, да еще там на целую группу на юг ехать. И ему говорит, и один его помощник говорит, отец, надо 8 часов уже быть на вокзале. Начинается продажа, а там в 8:15 уже все билеты будут проданы. Он говорит, ну у нас служба, что делать? Говорит, не можем пойти. Он говорит, ну давай я пойду. Он говорит, не ходи. Вот после службы вместе поедем и купим. Вот. Помолимся, и все будет хорошо. Он говорит, я там всю службу как на иголках там сидел, стоял. Когда же она закончится, мы говорит, едем на вокзал, спокойно покупаем себе билеты, какие надо места. Говорит, я ошеломленный, никогда такого не было. Южный поезд туда за 45 суток. Вот. Он говорит, а что ты, говорит, волновался? Мы же помолились. Бог все устроит. И еще один момент, о котором надо говорить очень долго, но это целая тема, мы к ней вернемся, это свободная любовь. Свободная любовь. Свободная любовь. Что такое свободная любовь? Гуляй с кем хочешь, спи с кем хочешь, разводись сколько хочешь. Да? Вот любовь без ответственности. Свобода без ответственности. И вот как-то мы об этом говорили с ребятами, наверное, курс 3. И вот я говорю, ребят, а последствия-то какие вот этой свободы? И вы знаете, вот девушка одна так, она прям с таким вздохом говорит, одни проблемы. То есть вот она уже, уже вкусила, да, она уже поняла, что кажется, что это сладко, кажется, что это так вот весело, кажется, что это так вот увлекательно. А в реальности одни проблемы. Начиная от венерических заболеваний и кончая оледенелым сердцем. Потому что ведь будут двое в плоть единую, то есть люди соединяются ведь целиком.
И любой разрыв, это прежде всего вот сердце иссушает, это лишает его возможности молиться. Вот. Не буду дальше в это вдаваться, в эту неприятную тему, только мы здесь скажем, что же является настоящей свободой любви. Настоящий. И вот лучше всего это понять через такой пример. Ну, любовь – это огонь. Когда ты любишь, сердце твое говорит огонь. Понятно, да, пример? Вот. Если этот огонь, вот он огонь горит. Огонь – это добро или зло? Огонь – это свет, огонь – это тепло, огонь – это пища, Огонь это пожар. огонь – это пожар. Что надо сделать с огнем, чтобы он не превратился в пожар? В рамках держать. Его надо посадить в печку. Его надо просто посадить в печку, в камин. Тогда все будет хорошо. Тогда он будет делать то, что надо. Вот огонь любви, супружеской любви, его надо посадить в печку. А печка для него является семья. Да? Граница. Нельзя. Нельзя. Он должен гореть только там. Только там. Пей воду из своего источника, из своего колодезя. Так вот сказано еще в Ветхом Завете. Да? Не прелюбодействуй. То есть брак должен быть один раз на всю жизнь. И тогда это будет настоящий. Тогда это будет любовь. А сколько у нас сегодня, посмотрите, вот сколько у нас сегодня там, пышных свадеб, но которые заканчиваются руганью, разводами и так далее. Люди не способны любить. Влюбиться, да. Хотя и то, с каждой новой любовью, в кавычках, способность даже влюбиться, она очень быстро истаивает. Иногда даже уже в 18-20 лет приходилось слышать от молодых людей о том, что уже настолько все надоело, что мы даже уже об этом не говорить и думать уже не можем. Все. То есть уже никакой даже тяги, даже на романтические отношения уже не тянет. И смотрите, сейчас одно слово появилось, которое, вот говорят, раньше как говорили, у меня новая любовь, у меня новый роман, у меня новые увлечения. А сейчас, как говорят, недавно, года, лет 5 назад появилось такое словечко с таким очень явным коммерческим душком. У меня новые отношения. Не любовь, а отношения. Когда в первый раз услышал, мне как-то так резануло по уху, я думаю, может, случайно, а потом, когда все чаще и чаще, стал понять, да. То есть люди уже не решаются говорить любовь. Потому что уже изначально воспринимают это как отношение. Ты мне, я тебе. Понятно, там у всех свой change, да, свой огонь. Вот. Но это все равно отношения. Что такое договорное, что такое бизнес, да, что-то такое вот с каким-то вот расчетом, с каким-то вот процентом. Вот. Ну все, вот обещаю, что мы действительно это вот последние 2 точки у нас. Вот там, где семья, там, где любовь, там, понятно же, любовь Господь еще для чего создал? Родите, размножайтесь, дети, да? И вот здесь избавление от детей. Особенно там, где свободная любовь, там дети не подразумеваются. Там подразумевается наслаждение, там подразумевается наслаждение. Поэтому дети там или не планируются, а если вдруг они случайно каким-то образом там все-таки прорвались, то до 12 недель можно их еще, закон не запрещает, да? Более того, финансировать, оплачивать. Лечить детей платно, убивать бесплатно. Вот избавление детей. Но надо ли говорить? Будем ли мы сегодня говорить о том, как это делает человек, который болен? Как вот, давайте пару примеров приведу. Может, не столько для нашей аудитории, все-таки у нас сегодня много слушателей еще с нами. Может, кто-то еще не до конца понял это. Вот женщина, 2 детей. 2 детей. Одного она теряет уже в взрослом возрасте. И вот она сегодня одна. Она живет в одном городе со своим сыном и со своими внуками. И с какой болью она говорит, что говорит, вот 3 года я здесь уже живу, переехав из деревни в город, и говорит, и ни разу внуки ко мне пришли. Она фактически живет рядом со своим. 8 лет. И в свое время, как ты сказал, вот представьте, а вот были бы вот 8 детей. Неужели бы такое было? Еще только вчера мне вот один сказал молодой человек, говорит, ну у нас всегда вот в нашей семье всегда была принята большая семья. Говорит, вот у меня бабушка, там 4 дочерей. Говорит, да никогда такой проблемы даже не было. Там одиночество или... Всегда вот сегодня один, завтра другой, да, один устал. К другому поехал, там поживешь. Ну то есть вот
решится. Я уже не говорю там про бесплодие, там, про душевные муки и страдания. Знаете, что говорят? Что не прощу себя. Самый большой грех, который в жизни совершил, это вот эти вот убитые комочки. Вот эти вот убитые человечки. И с годами это становится понятным. Это по молодости, может, кажется, что это какая-то ерунда, да все делают, да ничего страшного, да время такое, да куда деваться. А время заставляет год за годом, десятилетие за десятилетием заставляет по-разному, кого через болезни, кого так или иначе заставляет. Нет, дорогой, нет, дорогой, нет, дорогая. Не просто это комочки. И не жизнь такая. А ты это сам, ты это сама, это сделал. И вот это и есть радость. А дети? Дети это свобода. Дети это свобода. Дети свобода. Правда, с ними не сделаешь ни шагу ни влево, ни вправо. Какие там кабаки, какой там пиво, какой там футбол. Дети у тебя все твое время свободы отнимают. Но как нет свободных денег и нет проблем, да? Нет свободного времени, никаких проблем. У тебя нет выбора, у тебя служение, у тебя весь день расписан по минутам, потому что вот одного туда, другого сюда, этого в школу, этого на кружок, этот болеет, этот еще что-то. И ты вот с детьми, ну ты живешь в любви. Они тебе дают эту любовь. Вот говорит у нас отец Иоанн, говорит, слушай, говорит, как третий ребенок родился, вообще, говорит, ни на что времени не хватает. Я до сих пор столько радости, до сих пор в сердце свое не могу вместить. Я, многодетный отец, да, 3 сыновей, никогда об этом таком не мечтал. Дети это свобода. Вот Светлана Анатольевна наша, да, руководитель епархиального дела. Здесь 9 своих детей, 1 прием. Ну и так далее. То есть дети действительно это радость. И, кстати, вот та же девушка, которая не может пока избавиться от этой проблемы, но она вот сейчас сама, уже будучи мамой 4-летнего малыша, она учится в училище со своими, ну там вот, со своими некогда, ну не ровесницами, но они младше ее. И она говорит, ой, ну что же они за дурочки все-таки? И с ним поговорить не о чем. У них, говорит, такая дура в голове, понимаете? То есть она родила ребенка, и она сразу стала на голову выше. Она умом вроде бы не намного вперед ушла, да? Она забыла, что еще сама, вот, еще позавчера была такой же. Но она чувствует себя на голову выше. То есть дети делают тебя взрослее. Дети сразу тебя переводят из категории ребенка в категорию взрослых. И потом даже когда молодые люди приходят с вопросом, рожать или не рожать, мы говорим, конечно, рожайте. Вы сразу повзрослеете, вы сразу поумнеете, у вас сразу ответственность появится, у вас сразу силы прибавится. Так вам даже на работе уже будет отношение не как там, там к Петьке помощнику, да? А ты уже теперь Петр Федорович, там, ответственный специалист, глава семейства и так далее, и зарплата, и должность, все будет совершенно другое. То есть у человека статус меняется. Ну и последнее и самое главное, это, даже поставить такую черту, потому что это принципиально отличается от всего прочего, это наше сердце. Это наше сердце. Вот здесь и совершается главная наша борьба, потому что здесь живут страсти. Поскольку мы все уже сегодня устали, то я не буду вам рассказывать о том, что такое быть рабом зависти, или рабом злости, или рабом гнева, или рабом обиды какой-нибудь, или рабом тщеславия. Да? Как это меня так не похвалили? Я же обязательно достоин, но неужели нельзя было хотя бы вот чуть-чуть про меня какое-нибудь слово сказать, да? И вот так вот это без конца в человеке вот это все переваривается. Вот. Этих страстей много, их там много десятков. Если ты их кормишь, то они будут все сильнее, 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 сильнее. Поэтому путь только один. Если хочешь быть свободным, придется им объявить войну. Они, конечно, так просто не сдадутся. Человек не хочет осуждать. Он понимает, что одно слово сказал осуждающий, сам себе настроение испортил на весь день. Да, особенно если сидишь своим сердцем, вот оно и окаменело. Вот и ушла из него любовь. Только что была, раз сказанул что-нибудь такое осуждающее, и все, и потерял. И она улетучилась. Вот как грех лишает, делает человека рабом. Да? Сидящий во тьме, изведи из темницы душу мою. Да? Пришел дать плененным свободу, извести из темницы. Господь пришел вывести нас из темницы, вот из этой тьмы. Ведь тьма и свет – это образы. Образы любви и образы отсутствия любви, ненависти. А здесь что мы напишем? Плод духовного есть. Давайте на память цитирую. Галатам 213 начало. На память преподобных. Всегда мы празднуем, когда службу служим
святому Серафиму и преподобному Сергию, читают наши уважаемые чтецы, братья. Плод духовный есть. Да? Любовь. Дальше. Радость. Дальше. Мир. Долготерпение. Кротость. Благость. Милосердие. Вера. Воздержание. Для таковых нет закона, потому что они бесконечны. Они бесконечны. Добродетель. Добродетель. И вот как? Вот нам дана свобода. И как легко стать рабом, да? Не обязательно даже наркоман. Как легко стать рабом своих страстей. А как вот провести вот этот водораздел, где совершается главная битва? Мы подошли сейчас к рубежному моменту. Где совершается выбор между рабством и свободой? И одну, да, понятно, это сердце, но я хочу сюда написать одну буковку, только одну. Которая покажет нам дорогу туда или туда. Это как мы понимаем самого себя. Вот на какое место мы ставим «я» в этом мире. В этом духовном смысле. Да? И вот когда «я» становится в центре, то есть, как мы говорим, пожить для себя. Да? Или там «я так думаю», «у меня своя правда». Да? Но это же, там, главное это осознать свое «я» и так далее. Да? Вы мне должны, ну и прочее. Вот это вот когда, это очень многообразно может проявляться. Да? То есть служение себе. Ты воспринимаешь жизнь как служение себе. И вот это называется гордыня. А из гордыни мы уже сказали, там, сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, и пошло. Вот это все деревце, это все плоды. Вот корешок, а это плоды. Можно вырасти другое деревце. Но для этого придется превратить себя в навоз. Как у нас по-русски, как у нас пишут на мешочках с удобрением. Вот еще такое слово есть, оно не русское, но англоязычное. Вот. Еще, да, вот похоже. Биогумус. Гумус. Придется превратить себя в гумус. А если написать это по-английски, может, я где-то в буковке ошибся, но смысл такой. Гумус – это… Что такое хумилитес? Как переводится с английского на русский? Всякая гора, да, смирится. Это смирение. Это смирение. Это смирение. Смирение – это навоз. Да. Вот эта гора, она высокая, она красивая, она каменная, и ничего не растет. А это впадина такая, низменность. Туда вот с этой горы дождем смывает листов, всю пыль. И вот она здесь все набирается, и здесь растут уже цветочки. Виноград, яблоки и так далее. И вот как только человек смирится, да, смирение – это та почва, это навоз, из которого растут добродетели. Когда Господь не смиренно в смиренном сердце начинает почивать. Сердце сокрушенно смиренно, Бог не уничижит. Давайте перечитаем еще раз эти слова евангельские. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы уже к этому почти подошли, нам осталось только сформулировать истину. Мы уже поняли, да, что смирение сделает нас свободными. Смирение – это не единственное и недостаточное, но необходимое условие для соединения с Богом. Да? Всякая гора да смирится. И вот эта истина, Господь нам эту истину принес. Он пришел не просто нам сказать об этой истине,
когда его Пилат спрашивает, что есть истина? Я есть истина. Я есть путь и истина и жизнь. Истина – это сам Христос. Потому что Христос – это есть само смирение. Истина – это есть крест. И поэтому Христос на кресте исполняет волю Божию до конца. Пришел не для того, чтобы Ему послужили, но для того, чтобы послужить и дать душу свою для искупления многих. Он отдает себя на жертву. Кто хочет быть первым, да будет вам рабом. Кто хочет быть начальником, да будет вам слугой. Служение. Нет, уже не я живу, говорит апостол Павел в 14 главе, а живет во мне Христос. Уже нет своего я. Я вот вспоминаю людей духовно красивых. Да, вот, когда, знаете, с кем же мы говорили? Вчера мы едем в автобусе с женщиной одной, вот что-то у нас зашел разговор про людей таких вот духовно красивых. И я вот сказал сам одну фразу, и потом все стал думаю, ведь действительно, насколько это такая стержневая характеристика. В человеке как будто не осталось уже ничего своего. Своего в человеке не осталось. Вот это вот наше, вот это вот я так думаю, я так хочу, я так буду. У него не осталось. В нем живет Христос. Он весь уже во Христе. Он весь себя уже распял. Да? Он весь себя отдал. Он весь себя посвятил Богу. Уже действительно Бог в нем живет. Ведь то, что мы ходим сегодня в церковь, это не есть высшая степень соединения с Богом. Да? Святые отцы нам говорят, да, покаяние, делание, соединение с Богом. Почему святые творили чудеса и так далее? Они уже соединились с Богом. То есть для нас это какими-то искорками вот так немножко открывается, но вообще человеку это дано, соединиться с Богом вполне. Вот. К свободе призваны вы, братья, говорит нам апостол в том же самом послании к Галатам. Только вы свобода ваша была не поводом к угождению плоти, а любовью друг к другу служить. Ну и много еще других замечательных есть слов в Священном Писании о понятии свободы. Но мы сегодня сказали о христианском понятии. Да? О том, что кто не берет креста и не следует за мной, не может быть моим учеником. И о том, что церковь, она действительно, вот внешне, если посмотреть, она отнимает у человека свободу. Говорит, как-то рассказала одна женщина, говорит, меня предупреждали, ты не ходи в церковь, потому что церковь это власть. Долго думал над этими словами, и да, действительно, церковь это власть, но это власть любви. То есть мы свою свободу, вот эту вот, что хочу, то и ворочу, мы должны принести и положить к ногам Бога. Добровольно, свободно, никто нас не может заставить, Бог не может. Правда, иногда человек там через скорби кладет эту свободу. Но вообще Бог ждет, пока мы свою свободу положим к Его ногам. Когда мы станем как Христос. Да? Что уже не будем для себя ничего делать, а будем все делать для Него и для людей. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Пост, что это свобода? Никакой свободы нет. Пост вот сегодня начинается, тогда заканчивается. Сегодня с рыбой, завтра без рыбы, завтра, послезавтра вареное, там послезавтра копченое. Не, копченого у нас нет. Вот. Все регламентировано, все расписано. Молитва даже. Ну, есть у нас, понятно, своя молитва своими словами. На службу приходишь, строго, по часам, возглас, отпуск, там, стихиры. То есть вот, все построено для того, чтобы человека приучить к свободе. Чтобы он жил, чтобы для него служба, чтобы у него вот эта молитва вливалась в душу. А попробуй-ка сам вот 2 часа помолить Богу. Ну просто вот сам. Так это, ну что это пустой будет. А когда ты на службе стоишь, там уже выстроен строй службы, да, и кульминация есть, и моменты отдыха есть, и моменты сосредоточения есть, и моменты радости есть. Выходит на полеилей, радостно, торжественно, да, читаешь 6 псалме, поплакать надо о своих грехах. Все уже решено. Все уже решено. Ты только подчинись, ты только войти в это. И думать тебе не надо, что там выдумывать. Вот пишут всякие ереси, там начинают сочинять. Я когда взял, решился «Капитал» полистать. Мне так жалко стало тех, кто его читает. Там 1000 страниц. Написано очень мало понятно. Я думаю, почему эта книга называют одной из величайших историй человечества. Лучше бы Евангелие, честно сказать. Лучше бы, вот, как Маркс как начинал с богословия, лучше бы вот так
богословом бы я остался, может быть, больше пользы бы было, чем этот капитал понаписал, еще всяких революций устроил. Догматика. Догматика, она вот как бы, как каменные желоба. Вы знаете, вот как это вот, как печка. Да, это огонь, но он должен быть в печке. Вот догматика – это печка, в которой должен гореть наш ум. Размышляет, мысли. Вся церковная жизнь. Каноны. Что такое канон? Само слово канон означает такая прямая палка, по которой выравнивали поверхность. Вот это означает канон. Вот это каноны, это нельзя, это надо, то надо так. Все должно быть регламентировано. Но для того, чтобы привести человека к внутренней свободе. И тогда, как сказал блаженный Августин, люби Бога и делай, что хочешь. Потому что когда ты Бога возлюбишь всей душой, всем сердцем, ты уже сам будешь понимать, тебе уже просто жалко будет времени на все, на всякие христы. Ты уже будешь весь мир. Будешь делать, что хочешь, но ты будешь хотеть только от того, что угодно Богу. Ты будешь делать только для Него. Ну вот в меру своего понимания, в меру своих сил постарался поделиться с вами понятием рабства греху и свободы во Христе, свободы любви. Потому что, как мы с вами все эти час лишним проговорили, я надеюсь, вы почувствовали, поняли, что свобода и любовь – это разные грани, это разные стороны. Одно и так, да? Любовь невозможна без свободы. Свобода – это и есть настоящая любовь. Вот. Ну, какие есть у вас слова ответа? Вопросов нет, всем понятно. Задумались все. Спасибо. Вот, да, что? Задумались. Как достичь. Две добавочки еще из заповедей. Заповеди блаженства, помните? Блаженные нищие духом, блаженные алчущие, жаждущие правды, блаженные чистые сердцем. Чистота сердца дается постойной молитвой. То есть все заповеди блаженства – это заповеди о смирении. И высшая точка смирения – это терпеть гонение. Да? Блаженны вы, когда вас будут гнать, и распинать, и засловить, и обещание. Радуйтесь и веселитесь. Вот она радость. Да? Вот эта вот свобода, она дает радость. И еще одна фраза. И тут, наверное, кстати, я хотел еще кое-что сказать. И вникните в закон совершенный, закон свободы. Закон свободы. Вот у нас есть понятие законов, уголовный кодекс у нас есть, но законы необходимы, потому что человек действительно он развращенный, без законов было бы очень плохо, но закон всегда чужд человеку, потому что закон как раз насилует его волю. Мы смиряемся перед законом, но совершенный закон – это закон свободы, это закон любви. И вот несколько дней назад, обсуждая закон о семейно-бытовом насилии, о профилактике семейно-бытового насилия, вот, мы сказали о том, что самая большая ошибка этого закона о том, что насилие пытается победить насилием. А насилие насилием не побеждается. Вот Христос пришел избавить нас от греха, омыть нас, очистить. Да, явилась благодать спасительная всем человекам. А чем? Не насилием. Он, имея возможность применять силу, легионы ангелов, он говорит: вложи меч в ножны. Всякий, взявший меч от меча не погибнет. Насилие побеждается смирением. Блаженны кроткие, ибо они наследуют силу. Поэтому только через любовь, через преображение, через духовно-нравственное совершенствование мы можем победить те совсем не такие уж большие катастрофичные проявления насилия в семье, которые есть, мы не отрицаем, что они есть, но которые на самом деле вовсе, конечно, не требуют для того, чтобы вводилась какая-то система профилактики насилия, чтобы людям одевали наручники, чтобы их там изгоняли из семей, давали предписания, выписывали штрафы. Да, если человек совершил преступление, надо его наказать. Это, Максим, он принят уже в закон? Нет, обсуждается. Да, как обсуждается. Желаю всем свободы. Желаю всем свободы, настоящей духовной свободы.
Хотя в полноте она нам все равно на земле, конечно, не дается. Мы только ее предвкушаем, мы к ней двигаемся. Она, собственно, она и бесконечна. Никто не может сказать, что я уже в полноте свободы. В полноте ей обладает только Христос. Но раз Он приобщился к нам, воспринял Он и плоть и кровь нашу для того, чтобы нас избавить от рабства к греху, от рабства к тлению, то в Нем мы действительно получаем правильную дорогу к собой. Здесь, кстати, не хватает еще одного пункта. Здесь не хватает еще одного пункта, и, пожалуй, самого сильного и самого непобедимого. Это смерть. Это смерть. Потому что мы все рабы смерти. И что бы человек ни делал, он может жить воздержанно, он может там иметь одну жену, он может жить на 1000 рублей в месяц, он может не пить и не курить. Но от смерти он является все равно рабом смерти. А Христос нам дал еще и свободу от смерти своим воскресением. Да, самое сильное, наверное. Я благодарю вас за внимание. Простите, что-то, может, лишнее скажешь, не то. И поблагодарим слушателей наших, тех, которые с нами были сегодня в заочном онлайн-режиме. И перед ними тоже попросим извинения, может быть, что-то лишнее не точно было сказано. Ну, пусть Господь сам своей благодатью исправит, исцелит, укрочует, вразумит нас к познанию и благости. Ну, мы уж в меру сил стараемся, трудимся понять Его откровение. Он нам себя открывает, на Иордане в том числе, а мы Ему отвечаем. Он к нам идет со своей любовью крестной, только для того, чтобы мы, как дети вот эти негодные, нашалившие, чтобы мы со слезами, блаженно плачущие, покаялись и исправились. Он все наши грехи возьмет на себя, только бы мы возлюбили Его всей душой, всем сердцем. Только бы мы поняли, что Он нас прощает до конца. Тех, кто искренне, лукавство, конечно. Всем желаю. Благодарю вас за внимание.